Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения опубликовала ежегодный доклад о борьбе с туберкулезом. Данные вызывают беспокойство. Впервые с 1997 года количество заболевших выросло. Согласно результатам анализа, на это повлиял ковид и вооруженные конфликты. В 2021 году более 10 миллионов человек во всем мире заболели туберкулезом. По словам экспертов, более чем 10-летний прогресс был потерян, когда началась пандемия коронавируса, последствия которой ощущаются до сих пор. Особенно пострадали страны со слабыми системами здравоохранения, в которых все еще происходят вспышки заболеваний. Какова ситуация в нашей стране, какое количество заболевших и какие меры принимаются для борьбы с туберкулезом? Мы постараемся ответить на эти вопросы. Туберкулез – одна из 10 ведущих причин смерти в мире. Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, около 1,5 миллиона умирают. В Абхазии специалисты отмечают факт снижения заболеваемости, но при этом констатируют, что ситуация может измениться кардинально через несколько лет. Заболеваемость снизилась, если у нас предыдущие годы были на 100 тысяч населения, там 115, 110, а тут сейчас у нас случаи 80, 82, 62 случаи заболеванием туберкулеза. Забывать о туберкулезе не нужно, особенно после ковидного периода, тогда люди находились в иммуносупрессивном состоянии. Это особая хорошая почва для активизации туберкулезного процесса. Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха и характеризующееся образованием одного или множества очагов воспаления в различных органах, но чаще всего в легочной ткани. Раньше туберкулез называли чахоткой. В отличие от других микробов, микобактерия туберкулеза чрезвычайно живуча, отлично себя чувствует и в земле, и в снегу, устойчива к воздействию спирта и кислот. Погибнуть она может под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлоросодержащих веществ. Туберкулезная палочка настолько она сложная и хитрая, что она может 10 лет находиться где-то в помещении, в маленьком, в закрытом, темном помещении, и даже через 10 лет она может быть причиной заражения абсолютно здорового человека. Поэтому все зависит от среды, от той среды, где человек находится. Все зависит от иммунитета человека. То есть вы можете быть контактной с бациллярным пациентом, но это не означает, что вы можете тут же заболеть. Если ваш организм переборет этот контакт, и ваш иммунитет отреагирует, и вырабатывается иммунитет против, скажем, этой палочки, и он не даст себя реактивировать, то есть он не заболеет совершенно. То есть на это человек имеет право. Вот. То есть это тут не вирусология, это другая микробиология, которая совершенно по-другому протекает. Как же происходит заражение? Палочка Коха попадает в человеческий организм и приводит к изменению состояния иммунной системы. В легких и лимфатических узлах образуются мелкие очаги воспаления. Это так называемый первичный туберкулез. Со временем эти очаги заживают и рубцуются. Однако бактерии в них не всегда погибают, чаще они переходят в дремлющее состояние. В благоприятных условиях микобактерии просыпаются, вызывают повторное воспаление, расплавляют защитную капсулу вокруг застарелого очага и выходят из него. При активной форме туберкулеза палочка Коха быстро размножается в легких больного и питается человеческими тканями, разрушая легкие и отравляя организм человека продуктами своей жизнедеятельности. Вместе с кровью и лимфой она может распространяться по всему организму. Так возникает вторичный туберкулез. Туберкулез на сегодняшний день лечится. Значит, это симптоматика общая, там может похудание, кашель, температура больше, чем 2 недель, субфебрильная температура, снижение аппетита, кровохарканье,
общее недомогание, снижение массы тела. Есть, значит, такие заболевания, как сахарный диабет, сниженный иммунный статус человека, онкологические заболевания, там, где должна быть настороженность у туберкулезного процесса. Пациенты, которые долгое время получают гормональные препараты, пациенты, которые находятся на химиотерапии, то есть иммуносупрессивное состояние, которое может привести к заболеванию туберкулеза. Клиника может быть совершенно разная. Клиника может быть такая вялотекущая, малая симптоматика, которой человек может сразу не обратить на это внимание. Стандартных случаев классических выявлений туберкулеза не бывает, всегда по-разному. Туберкулез может поражать различные органы и ткани человека – глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, мозговые оболочки. Тогда туберкулез называется внелегочным, но чаще всего встречается туберкулез легких. Заражение агрессивными бактериями, как правило, происходит от больного активной формой туберкулеза человека, который, разговаривая, чихая или же кашляя, распространяет вокруг себя большое количество палочек Коха. Реже заражение происходит при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных. Человек может быть всю жизнь быть тубинфицированным, но при малейшей хорошей почве для снижения иммунной системы организма тоже может произойти реактивация туберкулезного процесса. И об этом идет речь. Клиника дальше может проявляться. Поэтому, значит, при состоянии туберкулезного инфицирования, инфицированность, как латентная туберкулезная инфекция, сейчас проводится направление профилактическое лечение. У нас есть люди, которые контактны с туберкулезными пациентами, люди, которые находятся на длительной химиотерапии, или у кого есть, значит, предстоит какая-то иммуносупрессивная терапия, это мы проводим профилактическое лечение, мы выявляем сперва, исключаем активный процесс туберкулезного процесса. Если нет активного процесса туберкулезного, то проводится профилактическое лечение. Для этого проводится профилактическое лечение. Но от туберкулеза полностью можно вылечиться. То есть это не опасно, от туберкулеза не умирают. Есть сложные формы туберкулеза, которые очень плохо, очень тяжело поддается лечению, но он излечивается. То есть туберкулез – это не клеймо человека совершенно. Он излечивается при правильном подходе, при правильном подборе препаратов по чувствительности. Он излечивается до конца своей жизни, он излечивается. С 2012 года в Абхазии действует национальная противотуберкулезная программа. В ее рамках больные проходят полноценное обследование, обеспечиваются лекарственными препаратами, на лабораторные исследования выделяются расходные материалы. И все это совершенно бесплатно для пациентов. После ковида у нас и больные уменьшились. Я не знаю, сопутствующие лекарства, вот эти тоже, наверное, роль играют. На данный момент у нас лежат в стационаре 23 человека, пациента. И лечим мы по амбулаторным пунктам тоже возим лекарства. В амбулаторных пунктах у нас находится 52 человека в общем. Это около 80 человек у нас на общем лечении находятся и стационары, и амбулаторные. Амбулаторные пункты у нас в каждом районе, у нас вот график есть. Вот сегодня даже выезжала машина, я сам лично ездил с ними в Гудауту. В Гудауте у нас находится на данный момент на лечении 9 человек. Гагры 10 человек. Сухум у нас поделен на два участка. У нас вот возле скорой, если вы знаете, там есть у нас амбулаторный пункт. И есть у нас вот, напротив республиканской больницы, там тоже есть у нас пункт. Вот и Сухум-1 это там, и здесь Сухум-2, там 7, там 8. В Гале 2 человека у нас, в Ачимчире 4 человека, Кварчал 4, Гулирыбский район 5 и в СИЗО 2 пациента у нас в СИЗО находятся. Вот на таком этапе у нас идет лечение. Ремонт в здании республиканского противотуберкулезного диспансера был начат в 2012 году и завершен в 2016. Тогда обновили все – и инвентарь, и оборудование. Ведь чтобы диагностировать туберкулез, необходимы лабораторные и инструментальные исследования. При данной патологии информативными будут следующие виды обследований: рентген легких, анализ мокроты, пробы МАНТУ, ПИРКЕ, а также диаскин-тест.
На данный момент в диспансере есть проблемы с рентген-кабинетом, он не работает. К решению вопроса подключилось Министерство здравоохранения. Анализатор нужен нам для лаборатории. Нам Министерство здравоохранения обещало. Сейчас вот в первых месяцах этого года обещают нам поставить анализатор новый. А так в основном у нас все есть, все работает. И рентгеном у нас проблема. Вот уже месяца 2-3 мы пару организаций приглашали, но у них что-то не получилось с ремонтом. Министр в курсе, министерство тоже обещало нам вот в этом году постараться все сделать как положено. Вот в 2015 году, когда мы частично перешли сюда, первым долгом запустили рентген, чтобы не задерживаться. Вот тут 10, больше 10 лет работал. Правда, безотказно работал, все хорошо было, но вот неизвестно. Вот пару организаций приезжали, посмотрели, там кое-что сделали, запустился вроде бы. Ну, день-два опять испортился. Надо общий, как говорится, ТО сделать и все такое. Ну, ждем тоже. Обещали нам Министерство здравоохранения сделать. Будем надеяться, что будет готово. То, что в диспансере не работает рентген-аппарат, вызывает определенные сложности. Врачам приходится посылать больных в другие медицинские учреждения, где есть вероятность заражения окружающих. Также проблемой является отсутствие в амбулаторных пунктах свободного транспорта. Решение данного вопроса позволило бы выезжать на дом к больному с целью обследовать людей, контактировавших с ним. Но пока такой возможности нет и приходится рассчитывать на бдительность участковых терапевтов и самосознание самих больных туберкулезом. Сейчас, значит, у нас нет рентген-аппарата, не функционирует, и поэтому у нас идет отток больных. Вот. Мы вынуждены посылать больных в другие города, значит, в другие больницы, и порой мы просто теряем больного. То есть он исчезает и не появляется у нас. Он может появиться уже через некоторое время, когда у него уже открытая форма туберкулеза и когда как бы уже более сложное лечение. И за это время у нас существенно снизилась выявляемость. Существенно. Значит, конечно же, выявляемость зависит еще от работы остальных больниц, терапии, поликлиника. Вот, значит, нужно, чтобы была настороженность в плане туберкулеза. Вот. Если при малейшем подозрении на туберкулез сразу бы направляли бы сюда, именно, да. Ну, бывает так, что больные и в силу менталитета, в силу какого-то, ну, в общем, стыдливости, да, такой, не хотят сюда приходить и начинают лечиться дома, затягивают, значит, выявление тоже. Может быть, как бы определенными препаратами общего спектра действия тоже притушивает симптомы, вот, но потом все равно как бы это все временно, наступает улучшение, а потом все равно возникают обострения, и в любом случае все равно человек попадает сюда. Люди при затяжном кашле, при каких-либо симптомах, которые, значит, указывают на то, что у них какой-то вот процесс происходит с ними нехороший. То есть это температура субфебрильная, да, слабость, потливость. Вот, чтобы не затягивали с тем, чтобы прийти к доктору, а именно лучше всего прийти, конечно, к нам при таких симптомах, чтобы мы сделали правильные обследования, назначения и поставили правильный диагноз. Вот. И в том случае, если выявлен туберкулез, обследовать необходимо каждого члена семьи, и контактные лица тоже должны обследоваться. То есть это соседи, значит, сослуживцы, вот, и с теми, с кем больше контактировал этот зараженный человек.
Развитию заболевания способствуют следующие факторы: неблагоприятные социальные и экологические условия жизни, неполноценное питание, алкоголизм, курение, наркомания, стрессы, наличие сопутствующих заболеваний. Коллектив диспансера состоит из 96 человек. Лечебное учреждение рассчитано на 120 коек. Для больных здесь созданы все условия: палаты, комнаты отдыха, душевая, трехразовое питание, и все это совершенно бесплатно. Здание разделено по секторам, у каждой отдельный выход на улицу. Мы сейчас идем в отделение больных туберкулезом устойчивой формы. Это, так сказать, самые тяжелые больные, по идее. У них запущенные случаи, они болеют много лет. Бывает, что человек болеет лет 20, потом была первичный туберкулез, он перешел в устойчивую форму. А бывает, что больной впервые в жизни заражается именно такой формой туберкулеза. Вот это отделение и в моем заведовании, как говорится. А как они вообще прерывают лечение? Есть такие? И Есть, насколько это конечно, потом опасно для их же здоровья? Это опасно и для окружения, для общества, и для их же здоровья. Наши больные, знаете, как туберкулезом они заболевают, когда вначале себя чувствуют плохо, там куча симптомов, все. Но проводят месяца 3, допустим, как-то лечение, все, состояние улучшается, эти симптомы уходят. Они даже могут абацилироваться, тоже стать, вернее, незаразными, закрытой формой. В этот период мы уже закрытой формой можем их выписать, лечить на дому, амбулаторное лечение. Есть желающие, которые идут амбулаторно, некоторые остаются, полный курс проходят здесь. Но вот те, кто уходят на амбулаторное лечение, они, если нет симптомов, они думают, что они уже выздоровели. Мы им объясняем, что нет. Это еще не выздоровели. Выздоровевший – это когда прошел полный курс лечения. И посевы есть такое, посевы отрицательные. Должно быть у нас, в общем-то, наши коллеги иностранцы считают, что 3 посева отрицательных достаточно, но мы все-таки 6 посевов хотим отрицательных, чтобы убедиться, что действительно это так. Не маску нужно туда надевать? Нет, у нас отделения чистые, не заразные, так сказать, закрытые формы. Это мои молодые ребята, они как раз таки из той категории, которые, будучи здоровые, молодые, но заразились у кого-то именно такой устойчивой формой туберкулеза. Вот, к сожалению, кто-то им сделал такое дело, что они вынуждены на такое долгое лечение, конечно же. Устойчивая форма лечится дольше, сложнее. Сколько по времени? Дольше? Ну, все зависит от процесса. Какой процесс, объем поражения. Если большой, у нас есть, когда первые заболевшие и небольшой процесс, вот как у молодого человека, 9 месяцев. У девушки сложнее, я думаю, будет дольше. Если большой процесс, до 1,5 лет бывает курс лечения. От 9 месяцев до 1,5 лет. Сейчас, конечно, идет тенденция, стараемся делать больше укороченных схем. Потому что это все-таки неудобство. Больной должен находиться под наблюдением. Даже если дома, все равно должен быть под наблюдением. Там есть процедуры, кардиограммы нужно делать, узких специалистов, анализы. Это лучше делается, если в стационаре. Вообще больные в стационаре лучше лечатся. Дома они расслабляются, к сожалению. Кстати, у нас препараты есть все для любой формы туберкулеза. Мы получаем, у нас перебоев не бывает, это есть. Вот. Самое главное, чтобы наши дорогие больные серьезно относились к этому и долечились. Вот. У нас были больные, вы знаете, болели, которые лет по 20 и вылечились. Настолько, хочу сказать, настолько хорошие препараты. Эта семейная пара из Очимчиры попала сюда летом. Сначала заболел муж, а он заразил супругу. По счастливой случайности 3 их детей не заболели. В больницу они обратились не сразу, пока кашель не замучил. Оно и понятно. По их словам, о туберкулезе до этого момента они мало что знали. Ну, это было в конце лета. Я почувствовал сильную слабость, боли в груди. И вот кровохарканье было у меня. И вот я обратился сюда, и вот... Ну, долго это продолжалось, раз кровохарканье, да, было? Да. Но я обращался и в другие больницы, потом мне прислали сюда, вот, и вот здесь помогают нам, лечат нас. Препараты, капельницы,
все как полагается. Какой диагноз тебе здесь поставили? Туберкулез. Открытая форма? Открытая была, потом вот ну, плюса убили, сейчас вот минусовая здесь. Ты кого-то заразил в семье? Как ты думаешь? Ну, вот жену, я думаю. Супругу, Да. да? А сразу она обратилась? Вот когда Ну, мы тебе вместе, да. вы вместе Да. пришли. Ну, также она и почувствовала такую боль, тяжесть. Ну а другие вот люди, с которыми вы контактировали, Не. они все проверились? Ну, они- Соседи, родственники, кто с кем? Ну, ты нет у них таких симптомов, ничего нету. Так что нормально жизнь. Сначала заболел муж, а потом уже у меня появились боли с правой стороны. Не могла лежать, ходить, дышать. Потом температура начала подниматься. Но это я не сразу заметила, а по чуть-чуть только. И уже обратились сюда, уже поставили, что туберкулез диагноз. Изначально нет, тяжело не было прям до такой степени, а потом уже по чуть-чуть ухудшение пошло. А что в основном мучает? В основном меня мучила только вот боли в груди. Сейчас не так уж просто. Не знаю, слабость есть, головокружение, это естественно. Столько таблеток пьем. И всё. Кашель мучил тебя? Нет, кашля у меня вообще не было. То есть такое тоже бывает, да? Такое Да, у меня вообще течение? не было кашля. Если честно, то нас все устраивает. Самое главное, не делают то, чего нам положено. Анализы, лекарства дают, капельницы капают, если это так необходимо. Дают все, что надо, нам положено. Курс лечения длительный от 6 месяцев до 1,5 года. Лечение начинается в стационаре, продолжается в санатории, а это и есть санаторий, и заканчивается в амбулаторных условиях. Затем пациенту назначается сезонный противорецидивидный прием лекарственных препаратов. Но каким бы утомительным ни казалось лечение, его исход напрямую зависит от того, насколько аккуратно человек, больной туберкулезом, будет принимать лекарства и не бросит лечение. Семейный контакт. Было года 3-4 назад, болел родитель, но они обследовались, тогда были здоровы, профилактику не приняли, и вот сегодня ребенок заболел. Вот такое бывает, и, к сожалению, встречается еще. Вот, беда в этом. И еще обманывает то, что у детей оно протекает совершенно бессимптомно. Совершенно. Но это очень опасная инфекция. Дело в том, что есть у нас еще такая тенденция, что вакцинацию не проводят. А если не вакцинированный ребенок, они болеют тяжелейшими формами туберкулеза и очень тяжело лечатся. Поэтому, конечно же, просьба населению БЦЖ в роддомах проводить. И вот этот диаскин-тест, который мы будем делать, это не вакцинация, это диагностическая проба именно. И его делать нужно год раз, чтобы своевременно обнаружить инфицированность. И если мы обнаруживаем инфицированность, мы даем профилактическое лечение, и ребенок в дальнейшем не болеет. Придерживаться курса лечения на протяжении долгого времени пациентам сложно, но это становится еще сложнее, если они сталкиваются с социальными или семейными проблемами. Все это осложняется и психологическими трудностями. Чтобы помочь пациентам придерживаться назначенного лечения, необходим специализированный персонал. И у нас есть обеспечение препаратом, мы полностью их обеспечиваем препаратами. Но есть минусы, которые нужно дорабатывать не только вот с помощью Министерства здравоохранения, также есть минусы, которые нужно дорабатывать с помощью социальных каких-то поддержек на местах. Это на госпитальном этапе и на постгоспитальном этапе, потому что пациенты являются социально уязвимыми. Они пациент заболел, он является, допустим, кормилицей этой семьи, и ему некому обеспечивать свою семью. Нужно какие-то социальные поддержки, пакеты, чтобы пациент не бросал лечение. Он лечился, не ходил на работу и зарабатывал деньги, скажем.
Профилактика туберкулеза играет важную роль. Проводится она путем вакцинации детей в родильном доме с последующей ревакцинацией согласно графику. Помимо этого, регулярно проводится массовое обследование населения путем флюорографии и постановки пробы МАНТУ. Туберкулез может коснуться любого человека, а не только лиц из социально неблагополучных слоев. Поэтому врачей стоит посещать не только при наличии характерных признаков, но и после контакта с потенциально зараженным человеком. Важны и регулярные профилактические осмотры. В рамках республиканской туберкулезного национальной туберкулезной программы проводили лекции среди младшего медперсонала, которые непосредственно работали проведением на туберкулезную диагностику, на постановке туберкулезного теста, на постановке диазген-теста и БЦЖ. Среди младшего персонала, чтобы они правильно оценивали, правильно детишек ориентировали, и была сделана работа правильной маршрутизации тех детей, которые являются контактными и которые нуждаются в профилактическом лечении. Таким образом ведется направлена правильная работа в работе профилактики туберкулеза. Также на базе республиканского туберкулезного диспансера с помощью наших врачей, с помощью поддержки Министерства здравоохранения проведены на конце с 2023 года до недели, как мы завершили, информационные лекции среди старшеклассников в школах 9, 10, 11 класса. Проводили лекции о туберкулезе. Что такое туберкулез, как можно заболеть. Для детишек, чтобы они знали, что такое туберкулез, также их родители. Потому что дети не отказывались, и дети, их родители, чтобы не отказывались от постановки пробы МАНТУ, диазген-теста, который может привести дальше к реактивации туберкулезного процесса. Дело в том, что вот смотрите, другие, коронавирус, все так боятся его. Заразились, они могут через пару дней заболеть. Коварство туберкулеза в том, что мы можем инфицироваться и не заболеть первое время. Человек даже забудет, что был контакт с туберкулезом. Даже иной раз бывает, обнаруживается совершенно случайно. У детей особенно туберкулез протекает бессимптомно. И очень часто у них именно совершенно случайно обнаруживают туберкулез. Вот. И коварство еще в том, что, значит, инфицировались, эта палочка внутри нас может жить несколько лет. И начинает активизироваться, когда слабеет организм, когда падает иммунитет. Он там сидит. Смертельное вот это вот. Если не лечится, то смертельное. У нас есть больные, которые не лечатся, злоупотребляют, они не хотят, они не верят, что у них туберкулез. Потом еще есть такой фактор, к сожалению, у нас на Кавказе, что если кто-то узнает, что болеет туберкулезом, да, сигма. Вот это имеет большое значение. Я вот, когда проводила эти лекции по школам, я всем говорила, что болеть не стыдно. Болеть может каждый из нас. Стыдно не лечиться и скрывать это. А наши люди еще боятся. И потом у наших старших же было такое мнение, что туберкулез передается по наследству. Туберкулез по наследству не передается. Это инфекционное заболевание. Чтобы заболеть, надо именно инфицироваться. Для профилактики и лечения туберкулеза здесь созданы благоприятные условия. Конечно, есть некоторые проблемы, но руководство и коллектив диспансера решает их совместными усилиями. Особое внимание общественности должно быть приковано к таким заболеваниям, как туберкулез, так как способы борьбы с ним не дают свести его на ноль. Как это ни банально, среди причин распространенности заболевания в нашей стране элементарная непросвещенность и безграмотность. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому ищите больше информации, как уберечься от различных заболеваний. Благо сегодня все есть в интернете. Берегите себя, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!